Okay, great. So here we are again with our little teaching on biblical faith. Ну, здравствуйте, вот мы и снова, продолжая обучение на тему библейской веры. And I think it would be a good idea to start with prayer. Come, Holy Spirit, and be our teacher and help us to Я see думаю, reality. я думаю, лучше всего нам начать с молитвы. Давайте помолимся и скажем: «Дорогой Дух Святой, And мы we ask for приглашаем the Тебя, наш чудесный учитель, и мы просим, чтобы Ты принес нам свой свет. and we ask for the grace to communicate this wonderful Bible truth to our dear audience. И мы просим Твоей благодати, чтобы мы могли донести эту удивительную истину Писания до наших слушателей. And we pray that everyone may be hear not only with his ears, but with the ears of his heart to really understand what you want to say. И мы молимся, чтобы не просто физические уши людей были открыты, но мы молимся, чтобы люди могли иметь открытые духовные уши, чтобы слышать и понимать, что Ты хочешь им сказать. So we thank you, dear Holy Spirit, for your faithfulness and for your love to the saints. И мы благодарим Тебя, дорогой наш Дух Святой, за Твою верность и за Твою любовь ко всем святым. Amen. Аминь. Okay, let's start with the scripture in John 14:1. Давайте с вами начнем сегодня с отрывка из 14 главы Евангелия от Иоанна, 1 стиха. And there Jesus says the following: Let not your heart be troubled, believe in God and believe also in me. Здесь Иисус говорит: «Пусть ничто не тревожит ваши сердца. Верьте в Бога и верьте в Меня». So Jesus commands us to believe in him. Здесь нам Иисус прямо повелевает верить в Него. And it is absolutely crucial to understand what he means by this. What does the Bible mean when it talks about believing in Jesus? И нам на самом деле очень важно понимать, что Библия подразумевает под этими словами, когда Иисус нам повелевает и говорит: «Верьте в Меня». Что значит верить с точки зрения Писания? And I see two important aspects what it means to believe in Jesus. Лично я вижу два очень важных аспекта, которые касаются этого утверждения, когда Иисус говорит: «Верьте в Него». So, number one, we have to believe the Bible facts that we get from the Bible facts about Jesus, who he is and what he wants and what he does and what he did and so forth. Я верю, что нам очень важно, во-первых, опираться на библейские факты. Именно на то, что само Писание говорит о том, кто такой Иисус, а, что Он учил, о чем Он нам говорил, к чему Он нас призывал. And I think the most important fact that we learn about Jesus is God. И я думаю, что самый важный факт, на который нам указывает Писание, заключается в том, что Иисус является самим Богом. And that means that before he came on earth as a human being, as Jesus of Nazareth, he had his existence in eternity with the Father and the Holy Spirit. Что, разумеется, подразумевает, что прежде чем Иисус был явлен на земле в человеческом теле, он был Иисусом из Назарета, до этого момента он вечно пребывал с Богом Отцом и со Святым Духом. So God himself came down and he became a man. Это важный библейский факт. Сам Бог пришел на землю и сделался человеком. Jesus was not just a good man, a prophet, or a teacher, or something like this. Иисус
не был просто каким-то милым человеком или замечательным учителем Писаний или пророком даже. but he's God, he's the creator of universe and of life, and he became a human being. Иисус– это Бог, Творец Вселенной, Творец самой жизни. И это Бог, который пришел на землю во плоти. And for all eternity, he will sit on the throne next to the Father in the shape of a human body. И в вечности Он теперь будет пребывать и находиться с правой стороны от престола Отца в человеческом теле. This is probably the most important fact about Jesus. Я думаю, что это самый важный факт, касающийся Иисуса. Yesterday at the phone, I had a man talking to me, and he said someone at his work seems to be a true believer. And then he found out he doesn't believe that Jesus is God. Вчера мне довелось разговаривать по телефону с одним человеком, который встретил на работе другого человека, который выглядел как настоящий христианин, но потом в процессе выяснилось, что этот человек, который выглядит как христианин, вовсе не верит в то, что Иисус является Богом. Someone who claims to be a Christian and does not believe that Jesus is God is not a believer according to the Bible. Но могу вам сказать так, любой человек, который претендует на то, что он христианин, но при этом не верит, что Иисус– это Бог, явившийся во плоти, не является христианином с точки зрения Писания. And there are also other very important facts about Jesus that I want to mention briefly. Еще есть несколько важных фактов, которые касаются Иисуса и которые я тоже хочу вам кратко упомянуть. The Bible says he was born of a virgin. Писание провозглашает нам, что Иисус родился от непорочной девы. And his father was not Joseph, but his father was the Holy Spirit. И его отцом не был Иосиф. Его отцом был Дух Святой. And it's interesting that the first two supernatural things from the Bible that were attacked by liberal theology was the creation and the virgin birth. Those two things were attacked and neglected or ignored. И очень интересно отметить, что именно эти два факта, во-первых, история сотворения, и, во-вторых, факт непорочного зачатия Иисуса, то есть не от человека, это были те две основные вещи, на которые были сделаны основные атаки с целью их опровергнуть либеральной теологии. And then we learn from the Bible that Jesus on earth lived a sinless life, no sin in his life. И потом мы находим это снова в Писании, что Иисус, пока он жил на земле, он прожил совершенно безгрешную жизнь, то есть он ни разу не согрешил. And with everything he said and did, he was the perfect demonstration of the full will of God. И во всем том, как он жил, во всем, что он сделал, он был идеальным проявлением Бога во плоти. And this Jesus of Nazareth, he believed in the scriptures in that way that he believed the Holy Scriptures, what we call the Bible, are really words from God. И интересно, что в течение своей жизни и своего служения Иисус, который является воплощением самого Бога в плоти, он относился к Священному Писанию, то, что мы сегодня с вами называем Библией, как к словам, которые вышли непосредственно от самого Бога. And he believed that the words that we have in the Bible were given by the inspiration of the Holy Spirit. That is very important. И есть очень важный момент, на который хотелось бы обратить внимание, что Иисус относился к словам из Писания как к тому, что было вдохновлено Святым Духом. There are people today that say, well, there are some things in the Bible that were
that are God's word, and then there are some things in the Bible, this is just words of men, what they imagine, what they believe. К чему я это? Просто в современном христианском мире можно найти людей, которые утверждают, что есть некоторые отрывки Библии, которые на самом деле были вдохновлены Богом и вышли от самого Бога, а есть отрывки Библии, которые просто были записаны людьми. People who have such kind of understanding of Jesus do not believe in the Jesus of the Bible. И здесь очень важный вывод. На самом деле люди, которые а, верят в подобные вещи и претендуют на то, что они верят в Иисуса, они реально не верят в библейского Иисуса. This is a major fact of biblical faith. Jesus believed that the Holy Scriptures were given by the Holy Spirit. Почему? Потому что это один из самых основных моментов, который касается жизни, отношения и служения Иисуса. Он верил, что все Писание богодухновенно. If you study the Gospels, it's very easy to find out this important fact. И более того, если вы начнете внимательно обращать внимание на вот на именно этот факт, вы везде найдете это в Писании. And since we are his followers, his imitators, we have to believe the same thing as he believed. И так как мы являемся последователями Иисуса или его подражателями, то мы должны иметь точно такое же отношение к Священному Писанию, как и сам Иисус. And then another crucial aspect of his life is he died at the cross in our place for our sins. He was punished and he took our place of punishment. Еще один основополагающий аспект или факт, который касается Иисуса. Иисус умер на кресте ради нас. И то наказание, которое полагалось всем нам за наши грехи, Он взял на себя и был наказан на нашем месте. And Jesus died and he was raised again, raised up by the power of God. Иисус умер, но и был воскрешен из мертвых силой Бога. And he was literally resurrected. И в буквальном смысле Он был поднят So из again, могилы, Он был воскрешен. So again, he had a human body, but this time it was very different. It was no longer under the laws of nature, and that means it would never die again, and he could walk through walls and do all kinds of things. И снова мы видим, что Иисус воскрес в теле, только в этот раз его тело, оно вышло из-под власти человеческих или природных законов, и он имел сверхъестественное тело, которое никогда не подлежит тлению, которое уже не умрет. И мы видим это потом, как Иисус ходил через стены, перемещался удивительным образом в пространстве и так далее. And Jesus was teaching that when he comes back, we will receive the same kind of body as he has. И Иисус учил этому, что после того, как Он вернется, мы все получим точно такие же тела, которые будут подобны Его воскресшему телу. And by the way, did you ever notice that the Bible makes a big difference between Jesus being raised from the dead and being resurrected? И вы когда-нибудь обращали внимание на то, что Библия делает определенное различие между Иисусом, который воскрес, и Иисусом, который был воскрешен? I hope also in Russian there's the fact that you have two different words. I'm not sure, but I hope so. Не знаю, конечно, Хартвик надеется, что в русском языке есть определенная разница в этих двух словах, которые есть в немецком языке. The Bible teaches that Jesus was raised from the dead, made alive, Библия говорит нам, что Иисус воскрес из мертвых и был оживотворен. but a resurrection talks about receiving the new body. This is what happened Easter morning. Но
Само понятие воскресения, оно говорит именно о принятии нового тела. То есть это то, что случилось в пасхальное утро. And it is very important for us to know the difference. Very important. И на самом деле для нас очень важно понимать разницу в этих двух вещах. Ну, я думаю, мы сейчас тоже ее узнаем. Because in Ephesians chapter 1 and 2, Paul makes this difference and explains to us that when Jesus was raised, made alive, we were made alive with him together. Потому что, как говорит об этом в Ефесянах в 1 и 2 главе, Павел утверждает, что когда Иисус был воскрешен из мертвых, мы совоскресли вместе с Ним и вместе с Ним были оживотворены. And we were raised with him together, but we have not the resurrection body. This will come later. И понятно нам, что несмотря на то, что Писание утверждает, что мы совоскресли со Христом и были оживотворены вместе с Ним, мы еще не получили наших новых воскресших тел, You can что произойдет с нами позже. you can find this in your Bible in Ephesians 1:19, and then Ephesians 2, 5 and 6. Мы можем это с вами найти в Ефесянах в 1 главе, в 19 стихе, я думаю, это в русском языке, 20 стих, and Ephesians 2 what? I just read verse 5 and 6. Even when we were dead in sins, he hath quickened us or made us alive together with Christ. By grace you are saved, and has raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Но давайте с вами сейчас прочитаем, извините, Ефесянам 2 главу, 5-6 стихи. «Что нас, хотя мы и были мертвыми из-за наших преступлений, оживил вместе со Христом, вы спасены по благодати, и Бог воскресил нас вместе со Христом и посадил нас, объединившихся с Иисусом Христом, в небесах». So, without seeing the difference between those two, being made alive and resurrected, we will never understand what the new birth is that took place when we made Jesus our Lord. Я хочу обратить ваше внимание на то, что если мы с вами не понимаем разницы между тем, что мы были оживотворены вместе со Христом, и что значит быть и что такое воскресил нас вместе со Христом, то мы навряд ли сможем хорошо понимать смысл рождения свыше. So, Jesus was resurrected, and then he went home to his Father, where he is now, and he will come back and rule on this earth. This is what the Bible says about Jesus. Библия утверждает еще один важный факт касательно Иисуса, что Иисус был воскрешен из мертвых Святым Духом, и Он отправился на небеса, где Он сейчас пребывает с Отцом, но потом Он вернется на землю второй раз, и мы будем править здесь на земле вместе с Ним. So, believing in Jesus means that we believe all these facts that the Bible shows us about Jesus. И верить в Иисуса– это на самом деле верить во все эти факты, которые об Иисусе утверждает Священное Писание. But then there's a second aspect, which is even more important. Believing in Jesus means I believe that he is for me everything that the Bible says he is for me, or he wants to be for me. Есть еще второй очень важный аспект, наверное, даже в практическом смысле еще более важный для нас. Нам необходимо также верить, что Иисус– это все для нас, все то, кем Он может и хочет быть для нас.
Just a few days ago, ministering in a church in Bavaria, there was an old grandmother who came to me, very sincere, with tears in her eyes, and she said, "I hope to be part of the rapture one day." Буквально несколько дней тому назад, когда я служил в Баварии, ко мне подошла одна пожилая сестра, очень искренняя, очень милая такая женщина, и со слезами на глазах она мне говорит: "О, я так надеюсь, что я когда-нибудь, может быть, стану частью вознесенной церкви". So she said she was not sure about her salvation. She was not sure whether she will be part of the resurrection. Этими своими словами она фактически сказала, что она не была уверена в своем спасении, потому что, разумеется, все, кто спасены, они будут частью церкви, которая будет вознесена с земли. If I had asked her, "Do you believe in Jesus?" she would say, "Yes, of course." И я уверен, что если бы я у нее спросил: "Дорогая сестра, а ты веришь в Иисуса?" Она, конечно, бы сказала, что верит. But the kind of faith she had did not lead her to the assurance of salvation, the assurance I belong to Jesus and I will, of course, be part of the resurrection, the rapture, excuse me. She didn't have this assurance in her heart. Но интересно, что та вера, которая, жила у нее в голове, в ее сердце, она не давала ей уверенности, в спасении, в том, что я принадлежу Иисусу. И, конечно же, я буду частью, святых, которые возносятся все вместе. So I have to believe that Jesus is my savior and I believe in him and therefore I am saved right now. Not I'm hoping to achieve this one day. I have it. Я должен верить в то, что Библия говорит. Мне Иисус является для меня. Он мой Спаситель, и посему я спасен. Я не просто надеюсь, что я когда-нибудь буду спасен. And there are many things which Jesus claims to be for me. And if I don't believe this, I will not experience it. И весь смысл заключается в том, что а, Иисус, Он говорит о себе, кем Он является для нас. Очень многим Он претендует на то, что Он может быть для нас. И если я верой не стану принимать эти факты в свою жизнь, я не смогу их пережить. So, whatever Jesus says he will be for a believer, I have to take it personally and I have to accept it for myself. Другими словами, все то, что Иисус провозгласил о себе, кем Он является для своих последователей, я должен принять это лично для себя по вере. Let me give an example. There's someone walking in the mountains, and there comes a wild river, very rough and very dangerous. Такой пример вам дам. Представьте себе, какой-то человек идет, и он встречает на своем пути бурную, совершенно вот такую неистовую, неудержимую реку. And he's afraid to cross this river because it looks very dangerous. И человек опасается переходить через эту реку, потому что эта затея выглядит опасной. But then there comes a very strong man and he says, "This is my job to carry people from one side of the river to the other side." Но потом туда подходит специально обученный человек, который там постоянно находится. Это крепкий, сильный человек, и работа которого переносить людей с одного берега этой реки на другой. And I've carried many, many people to the other side, and I know how to do it. And I'm very strong. And what I do it safely. И этот человек говорит: "Давай я тебя перенесу, потому что я за свою жизнь уже перенес несчитанное количество людей. Я человек крепкий, я человек подготовленный, и я гарантирую, что я свою работу делаю безопасно". And he gives me the names of hundreds of people that I could ask
that were carried by him to the other side in an absolutely safe way. И, допустим, этот человек прилагает список из сотен человек, которых он на самом деле благополучно перенес с одного берега на другой. And I say, oh, this is wonderful. I believe that you did all this, and this is just great. И я говорю: "О, как отлично! Я верю, что ты смог это все сделать и сделать это как следует". And then this man says, okay, then let me take you on my back, and I will carry you through the water. И этот человек говорит: "Ну хорошо, тогда прыгай мне на спину, и я тебя перенесу". And then the man says, oh no, I'm afraid this is too dangerous. I better stay on this. Но, но человек говорит: "Ой, нет, мне все равно слишком страшно, это все равно слишком опасно, поэтому лучше я останусь на этом берегу". So he said he believed this man, but in reality, he did not believe. И понимаете, и так-то получается, что человек только на словах сказал: "Да, я верю, что ты все это сделал, что у тебя все получилось, и ты вот все это можешь", но в реальности этот человек не верит. So he was afraid to make it a personal experience. He believed in general, yes, but when it came to his personal life, no, no, it's too dangerous. И человек как бы гипотетически в общем верил, но когда дело дошло до того, чтобы пережить это в своей собственной жизни, человек отказался. And I want to apply this to a very important aspect of our Christian walk. И я хочу это применить к очень важному аспекту нашего христианского хождения. And therefore, I turn to John 7, Давайте откроем с вами and Иоанна 7 главу. we will look at the verses 37 to 39. Давайте с вами посмотрим на стихи с 37 по 39. And in the second part of verse 37, he says, if any man thirst, let him come to me and drink. Во второй части 37 стиха Иисус громко провозгласил: "Кто хочет пить, пусть приходит ко мне и пьет". And then the Bible continues, he that believes in me, as scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water. But this he spoke of the Spirit, which they that believe in him should receive. For the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. И дальше Писание продолжает, 38 стих. "Кто верит в меня, как говорит Писание, у того из сердца или из чрева потекут реки живой воды". Иисус имел в виду, 39 стих, Духа, которого поверившие в Него должны были позже получить. Дух еще не был дан верующим, так как Иисус еще не был прославлен. So Jesus claims that believing in him will lead us to the experience that our thirst is completely satisfied. Иисус здесь претендует в своих словах на то, что всякий, кто верит в Него, его внутренняя жажда будет полностью утолена. See, the thirst that he's talking about is the thirst for life, the thirst for knowing and enjoying that we are loved, that we are important for God, that we are a person with significance, and that we have protection and all our inner needs met. Говоря о вот этой жажде, которую Иисус говорит, Он сможет утолить полностью, это не физическая жажда, разумеется, но речь идет о жажде, а, внутренней жажде человека, чтобы иметь значимую жизнь, чтобы переживать полноту принятия, полноту любви, что я на самом деле важен, что я значим. Другими словами, он говорит о том, что он способен насытить все наши внутренние потребности. So that means if I really believe that Jesus is able and willing to give my soul complete satisfaction,
Другими словами, если я верю, что Иисус хочет и может насытить абсолютно, в полной мере мою душевную жажду, then I will make a decision. I will learn to come to him and I will learn to drink from him this water of life. то тогда естественно, что я, а, отталкиваясь от этого стиха, я буду посвящать себя на то, чтобы приходить к нему и учиться у него пить эту живую воду. And by observing what's going on in many churches, we can see that there are many people who claim to believe in Jesus, but really they do not believe in him. Но, к сожалению, наблюдая за современной ситуацией в церкви, можно сделать вывод, что многие люди, хоть они и говорят в то, что они верят в Иисуса, на самом деле они не верят в эти вещи. They behave exactly as God has explained in Jeremiah chapter 2, verse 13, about the Они, people of God, the believers. они на самом деле не верят в Иисуса и ведут себя так, как написано а, в Иеремии во 2 главе. We read in Jeremiah 2:13, "For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and hewed them out cisterns, broken cisterns that cannot hold water." Но ведут себя так, как написано в Иеремии во 2 главе в 13 стихе. «Два греха совершил мой народ, говорит Господь. Оставил меня источник живой воды и вытесал себе водоемы, разбитые водоемы, которые не могут хранить воду». So here, like in New Testament, God describes himself as the fountain of living water. Обратите внимание, что в этой 2 главе Иеремии, в Ветхом Завете, Бог называет себя точно так же, как мы уже увидели с вами в Новом Завете. Он называет себя источником живой воды. And people who claim to believe in him, they refuse to come to him and to drink and be satisfied. И здесь он описывает свое разочарование, потому что люди, которые претендуют на то, что они верят в Бога, на самом деле отказываются приходить к Нему, к источнику живой воды, и они начинают искать себе другие источники. And then, because they are still thirsty, they need to go and find some other ways to satisfy their thirst. Потому что люди не пьют из этого живого источника, и так как эта жажда у них никуда не пропадает, они начинают искать какие-то другие альтернативные источники, которые будут их насыщать. So, this kind of disobedience is the reason why we see Christians turning to the pleasures of this world and try to find satisfaction. И на самом деле именно это самое непослушание в этих вещах, оно и приводит к тому, что верующие в Бога начинают пускаться в поисках различного рода мирских наслаждений, которыми они хотят угасить свою жажду. So, this is exactly what Paul says to Titus. These people claim to know God, but by their very deeds, they deny him. И, к сожалению, это как раз-таки напрямую напоминает слова Павла, которые он говорил Титу. Он говорит, все эти люди, они выглядят только благочестиво, они выглядят только как люди, которые верят в Бога, но своим образом жизни и своими делами они от этого отказываются. So, we have to believe that Jesus fulfills all our needs. И нам крайне важно верить, что Иисус способен восполнить всякую нашу внутреннюю нужду. And we have to turn away from the false
ways of satisfying our souls and throw ourselves into his arm and ask, I need to learn to drink from this water. Очень важно нам отвратиться от этих лживых источников, из которых мы пытаемся напоить наши души, и бросить себя к ногам Иисуса и сказать: я хочу научиться у тебя пить эту живую воду, которая одна способна утолить мою жажду. In the Gospel of John alone, 3 times Jesus talks about being the fountain of living water and that we can come and drink and will be completely satisfied. Только в Евангелии от Иоанна трижды Иисус говорит о себе как об источнике живой воды, и Он призывает и приглашает нас к тому, чтобы мы могли прийти и получить покой и насыщение нашим душам. And at the same time, the Bible, with very strong language, warns us that there are traps of the enemy that will kill us, that will kill our faith and our living relationship with Jesus. И при этом Писание многократно и очень настойчиво предупреждает нас о том, что существуют некие ловушки или капканы врага, которые способны улавливать верующих и убивать нашу веру, и убивать нашу жажду. And if people are empty and hungry and do not believe in Jesus and do not do what he asked them to do, they will turn to these illegal pleasures of the world and will suffer great loss. И совершенно тогда очевидно, что люди, которые все так же остаются пустыми, все так же остаются ненасыщенными и неудовлетворенными, они начнут тогда разворачиваться к этим противозаконным или запрещенным удовольствиям этого мира. И запрещенным почему? Потому что, кидаясь туда, эти люди потерпят гигантский урон. So, for our life of faith, it is absolutely crucial that we learn to have a close and real relationship with Jesus, where he's doing something for us on the inside. И для нашей жизни и веры это приоритетно, это категорически необходимо, чтобы мы научились иметь эти реальные, живые, близкие отношения со Христом, когда Он способен делать свою важную работу внутри нас. For if we do not believe that, we will be forced to turn to those false and forbidden sources to find some kind of satisfaction. Потому что если мы этого делать не будем, то в конечном счете мы будем вынуждены обратиться к этим нечестивым, недостойным и противозаконным с точки зрения источникам удовольствий и удовлетворения. One of the most prominent traps of the enemy, the traps of death, is the spirit of lust. Один из самых таких, наверное, очень важных и мощных капканов, которые есть на нашем пути, это дух похоти. And this spirit wants to seduce us and lead us to all kind of illegal practices, illegal ways of sex. Этот дух пытается соблазнить и совратить нас для того, чтобы мы бросились в различные противозаконные способы сексуального удовлетворения. If I look behind the scenes, I can see this is a big problem in many churches in the West. И я понимаю, что это огромная просто проблема в церквях на Западе. And I would be very surprised if this is not a problem in the Russian churches. И буду, конечно, удивлен, если выяснится, что это не является проблемой, например, в русскоговорящих церквях. And while I was sharing the word, I felt prompted by the Spirit I should end this message with an altar call and give people a chance to become honest and to make the first step to break this bondage of pornography.
Возвращаясь к тому моменту, когда я служил в одной церкви, и мы говорили там на тему сексуальной чистоты, так вот, в конце проповеди я почувствовал такое сильное побуждение от Духа, чтобы сделать призыв к покаянию для тех людей, которым это покаяние нужно, чтобы они могли выйти вперед. And then, to my great shock, 20% of the congregation went forward for repentance to make a commitment. Yes, I'm, I'm, I know that I have this problem and I want to get out of this. В любом случае, речь шла не меньше, чем о 20% людей в собрании, которые вышли и посвящали себя на то, чтобы выйти из проблемы, которую они признавали, что у них есть. But there are other traps of the enemy which look much more acceptable but have the same effect. They will destroy our faith. И важно тоже нам понимать, что существуют еще и другие всякого рода ловушки и капканы, которые выглядят более благочестиво, которые выглядят более приемлемо в глазах людей, но которые исполняют ту же самую функцию, они убивают нашу веру. One of the deep needs that we have is we want to be accepted. We want to be someone that is important. We want to be a special person. Одна из основных потребностей человеческого сердца, человеческого духа, там, души, называйте как хотите, это осознание своей собственной важности, когда я принят, когда ко мне относятся с вниманием, когда я особенный человек. And these basic needs are placed in our heart by God Himself. They are not sinful. И важно нам понимать, что вот эти основные потребности человеческого сердца, они не являются греховными как таковыми, потому что они вложены в наше сердце самим Богом. But if we try to fulfill those needs outside of our relationship with God, then there will be big problems in our faith life. Но если мы захотим эти нужды восполнить из каких-то других источников, кроме как у самого Бога, то вот именно это и становится очень большой проблемой. Jesus says in John 5, I think it's 44, I just look it up. Иоанна, 5 глава, Иисус там говорит нечто очень важное. Это, наверное, у нас 44 стих. Yes, 44. John 5:44. How can you believe who receive honor of one another and seek not the honor that comes from God only? Итак, это на самом деле Иоанна, 5 глава, 44 стих. В русском языке тоже, в русском переводе. «Как вы можете поверить, когда вы ищете похвалы друг от друга, но не прилагаете никаких усилий, чтобы получить похвалу от единого Бога?» So we see that there is an honor coming from God that will satisfy our desire for feeling to be a special, important person. Мы видим здесь, что существует некая похвала, которая вытекает от самого Бога и которая способна насытить или да, эту внутреннюю потребность или утолить эту жажду в личной значимости. And Jesus gives a serious warning. He says, you cannot believe if you try to fulfill this need by looking for the acceptance and the honor of people. You cannot believe in God. Но обратите внимание, какое здесь нам серьезное предупреждение дает Иисус. Он говорит, как вы сможете поверить, если вы вот эту свою внутреннюю потребность в личной значимости, что я особенный, вы ее пытаетесь восполнить не похвалой от Бога исходящей, но ища этой похвалы и принятия у других людей. Он говорит, вы не сможете верить тогда. Because with our behavior, we prove that God is not the source of our satisfaction. Exactly what Почему? Jeremiah. Потому что именно в такой момент мы своим поведением демонстрируем, что Бог вовсе не является источником живой воды. Для нашей жизни как раз
очень схоже с тем, о чем мы только что прочитали с вами в Иеремии. And Jesus says if we commit the sin, we cannot believe in him. We cannot really trust him. И здесь Иисус нам дает это предупреждение. Он говорит, если мы совершаем подобный грех, мы не сможем доверять Ему, и мы не сможем верить Ему. So this desire to please men, or the other side, to be afraid of the opinion of men, this is a big, big hindrance for our faith. И интересно, что вот это вот желание угождать людям или ну, обратная сторона, страх, их неприятие, страх, их отвержение является гигантским препятствием на пути нашей веры. And I cannot count the situations that I witnessed with churches where people cause problems because they want to be seen as important and special. И я, честно сказать, не могу даже пересчитать ту массу случаев, о которых я знаю, которые случились в разных церквях, когда люди производили гигантские проблемы, разделения в церквях, потому что они хотели восполнить эту потребность в значимости неправильными способами. And these empty, hungry people that are not satisfied by God, they try everything to get a position of authority and leadership and importance. Это когда люди, которые пусты внутри, когда люди не насыщены Богом, они готовы в буквальном смысле на все ради того, чтобы заполучить какую-то позицию власти, какую-то позицию почести в теле Христа. Because they believe a lie. They believe once I'm in a position of leadership as a pastor or an elder or home group leader, then people will see me as someone important and my thirst will be satisfied. Почему? Потому что эти люди верят в ложь, что как только они получат какую-то позицию в церкви, не знаю, там, руководителя чего-то, служителя домашней группы, там, служителя в каком-то служении, то тогда люди начнут их уважать, люди начнут их ценить, и вот эта их внутренняя жажда будет утолена. And because these people live in a lie, in a deception, they deceive themselves and they deceive the church, this will bring problems. Sooner or later, it will bring problems. И потому что это самое настоящее обольщение, это обман, в котором люди живут, обманывая себя, обманывая церковь, обманывая каких-то людей. Рано или поздно такое положение вещей все равно приведет к настоящей катастрофе. Будут проблемы. Other believers will grow up in the faith and they will have discernment and they will see that these people are not serving God with a pure heart. Очень часто происходит так, что какие-то люди, которые по-настоящему духовно растут, и они по мере роста, они оснащаются развлечением, и в конце концов они начинают видеть, что те или иные люди служат вовсе не из каких-то чистых мотивов. And since these people will make mistakes and create problems in their so-called ministry, uh, sooner or later they will be exposed. И, разумеется, их начинают и различать, и понимать окружающие люди, но более того, так как эти люди, они же движутся своей силой, они начнут делать какие-то ошибки и промахи в так называемом своем служении. И рано или поздно нечистота их мотива все равно обнаружится. The root of this kind of deception is pride. And when these people get exposed, in many cases, they will not humble themselves, but they will fight for their rights and for their position and for the recognition. И потому что корнем вот этого всего является их внутренняя гордость, их жажда к признанию, жажда признания. Даже когда начинаются какие-то вот такие моменты, когда обнаруживаются их мотивы сердца, из-за внутренней гордости они в своем большинстве не способны смириться и
что-то с этим сделать, а наоборот, они начинают отстаивать свое мнение и бороться за свое служение. Anyone that is out of church discipline, removed from his position of ministry, maybe a home group leader or a worship leader or a pastor or an elder, anyone that is removed will respond, or most of them will respond in offense, with offense. И, к сожалению, тоже это из практики понятно, что когда таких людей начинают дисциплинировать и как-то просить их сойти на какое-то время со служения, неважно, это группа прославления, или это пастор, или это какие-то старейшины, руководители служений. К сожалению, в своем большинстве такие люди реагируют обидой. And unfortunately, his friends also will not realize that this offense is the last final proof that they were not ministering out of a pure heart. И, к сожалению, не сами эти люди не понимают, ни друзьям их, близким, не вдомек, что как раз-таки вот такая горькая обида, с которой люди часто реагируют, и являются конечным даже уже подтверждением того, что с самого начала эти люди не служили из чистого мотива. Because if I really believe that God has given me a certain ministry and a position of authority, and then it's taken away again, and my heart is pure, I would say, okay, God has given, God has taken, blessed be the name of the Lord. Потому что если я понимаю, что с самого начала это просто Бог мне что-то верил, а потом у меня наступило такое время, это попросили вернуть, и я это отдал, то человек с такого рода мотивом, он скажет: Бог дал, Бог взял, благословенно имя Господне. If I'm not allowed to continue my ministry in this position as a leader, okay, give me the broom and I will take care of the room, or I will take care of the toilets. I'm just here to serve in whatever manner. И даже если меня уже Бог не видит, и служители церкви или кто-то еще больше меня не видит исполняющим вот эту функцию, это служение, но ничего страшного, дайте мне веник, я начну подметать или там протирать зал, дайте мне в конце концов возможность помыть туалеты, я буду полезен всем, чем я смогу, But в любом instead of случае. humbling themselves, they usually create a scandal and start a revolution. Но чаще всего вместо того, чтобы взять как раз-таки веник, люди затевают бесконечные скандалы и революции и все прочее. So you can see it's not a small thing if I refuse to come to Jesus on a regular basis and allow him to meet my needs of my innermost being. Пожалуйста, обратите внимание, это не какая-то мелочь, о которой мы говорим. Вы видите, насколько важно мне приходить к Иисусу регулярно, постоянно и позволять Ему удовлетворять мои внутренние потребности. So if I hear that Jesus wants to satisfy my soul, I have to reach out. I must be committed, and I have to learn how do I get in contact with Jesus, that in a real practical way he is really satisfying my needs. И если я понимаю, что Иисус мне дал это приглашение, и Он может и хочет восполнить мои нужды, я должен тогда посвятить себя на то, чтобы мне научиться устанавливать этот реальный живой контакт с Иисусом, приходить к Нему и позволять Ему удовлетворять мои внутренние потребности или поить мою душу. And Я therefore должен we have этому научиться. Therefore, Excuse we me. have strong warnings of the traps of the enemy in the Old Testament and in the New Testament. И более того, именно поэтому мы имеем столько очень настоятельных предупреждений Бога и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Basically, it's just 3, 4 main reasons why people get shipwrecked in their faith.
Фактически, люди терпят кораблекрушение в своей вере благодаря трем-четырем основным причинам. As I said, this is the spirit of lust. This is fornication, adultery, masturbation, pornography, these kind of things. Мы уже упомянули с вами об одной основной причине– это различного рода сексуальные похоти, когда речь идет о прелюбодеянии, блуде, о порнографии, о мастурбации и подобного рода вещах. And then the desire for power, for recognition, authority. Мы уже тоже с вами упомянули эту внутреннюю тягу к признанию, к чести, к похвале. And this desire to become rich. И есть еще одно очень важное такое желание, которое является ловушкой или капканом. Это желание обогащаться. Yes, there are many promises in the Bible where God says he will take care of our practical needs in life. Однозначно, Писание наполнено различными Божьими обещаниями о том, что Бог готов позаботиться о наших с вами ежедневных нуждах. But at the same time, there are strong warnings against this desire to become rich and to go after money. This is a trap of Но the при enemy. этом Но при этом Библия содержит массу предупреждений именно касательно сребролюбия, когда я ведом желанием обогащаться, и это является капканом. And the Bible makes it very clear that there are temptations from the world that want to deceive us, they want to lead us away from true commitment to Jesus. Библия очень ясно говорит, что существуют различные обольщающие стратегии, которые стремятся захватить нас и увлечь нас, и оторвать нас от Иисуса. And if we want to have successful life of faith, we need to learn how to be victorious in situations of temptation. И если мы хотим иметь победоносную жизнь веры, то тогда мы должны научиться противостоять различного рода искушениям, когда они приходят. And the great help that God gives us is faith. И как раз вера нам в помощь. 1 John 5 14 says, no, 14, sorry, 5:14, that faith is our victory. Faith is victory. И как раз it's First John, excuse me, 1 Hartwig. John 5, just a second, I think it's 14, but now I'm hesitating. Oh, 4, I'm sorry, it's 4. 1 John 5, 4. For whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that overcomes the world, even our faith. So 5, 4. 1 John 5, 4. Да. На пути наших искушений Бог нам дает свою важную помощь. Это вера. По этому поводу читаем 1 Иоанна, 5 глава, 4 стих. So again, Потому что потому что тот, кто рожден от Бога, побеждает мир. И эта победа одержана благодаря нашей с вами вере. please notice faith is victory, not faith hopes to get victory sometime, someday. Снова хочу обратить ваше внимание. Здесь очень ясно написано, что вера наша с вами– это уже победа, это не какое-то ожидание или надежда на победу. So according to the Bible, it's possible to grow in faith, and then this faith will give us victory over sin and over temptation. Исходя из Писания, мы все с вами можем возрастать в вере. И эта самая вера и является нашей победой над грехом и над искушением.
And let us understand, if there's no victory over sin as a regular experience, then there's something wrong with our faith. И важно нам тоже сделать тогда логический такой вывод, что если мы не живем на постоянном уровне в победе над грехом, что-то не так с нашей верой, значит. And either we need to change the way we believe, or we need to grow stronger in faith. И тогда получается, что либо нам нужно перепроверить то, во что мы верим, либо укрепиться в нашей вере. But according to the Bible, the life of faith will lead us to victory. This is the normal experience of a New Testament believer. Но в соответствии с Библией наша укрепляющаяся и возрастающая вера приводит нас к победе над грехом. Это абсолютная нормальная реальность для любого христианина. Compromise and sin on a regular basis is not the mark of a true faith. А бесконечные компромиссы, когда я чему-то поддаюсь, и греховная жизнь регулярная, когда люди постоянно падают в грех, они не являются свидетельствами веры человека. But we as believers are called to glorify God by living a lifestyle of purity and obedience and victory over sin. И это не является нормой, но мы, как верующие, призваны жить ради славы Божией, которая точно так же проявляется в нашей регулярной победе над грехом и в послушании Богу. And of course, this is a process of growth, but И, конечно, я if a believer stays on the same level and we don't see more commitment, more purity, more obedience, more Christ-likeness, then something is wrong. И я понимаю, что несмотря на то, что это все-таки процесс, и людям нужно время, чтобы в этом возрастать, но мы должны осознавать, что если у человека нет роста ни в посвящении, ни в победе, ни в каких-то таких проявлениях Божьей славы, что-то идет не так. So I think we should leave this important subject for the next session. И я думаю, что, да, здесь есть вот как раз такой важный момент, важная тема, которую мы оставим для нашей следующей с вами встречи. And then we want to look at the word, how we can reign with Christ in this life through faith. Когда мы с вами будем изучать снова и говорить на тему о том, как нам торжествовать во Христе в этой жизни благодаря вере. How we can have victory over circumstances and negative feelings, fears and temptation and sin. И как мы можем благодаря вере одержать победу над страхами, над различными негативными эмоциями, над искушением и грехом. So this exciting subject will be dealt with in the next session. Да, вот на эту совершенно радостную тему мы с вами поговорим в следующий раз, в нашей следующей части. And I believe every sincere believer wants to find out the secret for victory. И я уверен, что любой искренний христианин хочет знать секреты победы. So hold on, and we will see each other again next time, and then we will deal with these important issues. Поэтому, друзья, напаситесь терпением, работайте с тем, что у вас уже есть, и мы поговорим на эту важную тему в следующий раз. Thank you for watching and listening and your willingness to put this into practice. God bless you. Да, спасибо вам большое за ваше желание вот это все слушать, этим овладевать, и самое главное, это практиковать в вашей личной жизни. Пусть Бог благословит вас. Bye-bye. See you next time. До свидания и до нашего следующего раза.